Тем временем жители Коми делятся своими новостями о праздновании двойного праздника, публикуют в сети фотографии и видеозаписи. Кто-то говорит о современных технологиях, которые пришли на помощь, а кто-то вспоминает, как отмечали ранее. Моя коллега Виктория Денисова собрала самое интересное на просторах интернета. Сразу два праздника отметили жители Коми в минувшие выходные – День России и День Сыктывкара. Без массовых гуляний на сей раз обошлось, пандемия не дает разгуляться на широкую ногу. Зато мы можем вспомнить, как и раньше мы гуляли. В сети появилось видео о том, как это было без малого 30 лет назад. Сыктывкар – самый лучший город в мире. Нет таких городов больше нигде. И хвалить его можно прежде всего за то, что много у нас хороших людей. Самое ценное, самое дорогое, что у нас есть, это наши люди. Такие слова в свое время сказал о столице Коми мэр Сыктывкара Анатолий Каракчиев. Дело было в 1993 году. На улицах сотни, а то и тысячи человек. Повсюду гуляния, пляски в этнических костюмах и песни на родном языке, конечно же. А вот и современный подход. Тревел-блогер из Новороссийска снял видео про Сыктывкар. На счету Александра Ворончука десятки роликов о путешествиях по России и зарубежью. Не обошел стороной он и Республику Коми. И теперь нам всем придется выучить это трудное слово – Сыктывкар. Республика Коми, столицей которой и является наш сегодняшний герой-город, располагается на северо-востоке европейской части России. Рассказ «Молодой человек» начал с истории о древнейших временах. Тогда территорию будущей республики Коми начали заселять неандертальцы. Тут же, по предположению ученых, жили последние представители этого вида. Да, именно у нас. Последние на Земле неандертальцы жили не в Европе, а в республике Коми. Переписать учебники истории призывают российские и французские ученые, которые провели раскопки на реке Печора. Далее – культура. Рассказ о Стефане Пермском, азбуке Анбур, быте коми-зырян. После – Усть-Сысольск и его развитие. Автор проследил историю города с момента его основания, а это и времена Екатерины Великой, и войны с французами, и советского прошлого. На сей раз День города в Сыктывкаре прошел по канонам высоких технологий, как пишут в сети. Дело в столичной IT-звоннице. К слову, единственной в России. Все 18 колоколов подключили к электронной системе. Теперь управлять ими можно не то что без звонаря, а даже через смартфон. Ну а мы ждем ваших сообщений в группе телеканала Юрган ВКонтакте, чтобы поделиться ими со всей республикой.